Yeşil. Ha. А вот джинда. Дядя Ваня подвез дрова. Там работники. Лена, племянница, и еще два Алексея. Ну и Маша, соответственно. Вот у нас сегодня такая бригада. Заводим дрова, дровяник. День солнечный, но очень холодный. Даже в лужах вода сегодня замерзла. Видите, какой солнечный день, но очень холодный. Северный ветер прям невозможно. Все, бригада приступила работать, как муравьи вон работают. Грех такой день упускать, конечно, погоду. Потому что впереди ожидается снег с дождем через пару дней. Первые партии уже привезли, разгрузили. И Маша с Алексеем будут складывать. Они там внутри остались. Ну и, собственно говоря, вот эту кучу надо туда. Больше не влезет, к сожалению. Вторая куча не влезет. Вот эту кучу надо, где вот второй Алексей, молодой Алексей стоит где. Это надо перетаскивать. Там лужа, да я туда и не подъеду. Теперь что у нас тут творится в сарае, еще поснимаю. Вон такой рядок складывают. Маша, всем привет. Всем привет. Сегодня трудовой день такой. Уже говорил, что очень холодно. Да. А холодно? Забыла, как холодно? Когда работаешь, не холодно. Когда тепло, это тоже... когда работаешь, потом жарко слишком. Да? А сегодня сам... Это намек в мою сторону, да? Что я не работаю и мерзну. А работающий человек не может мерзнуть, да? Работаем уже. А дрова как с длиной-то? Нормально? Длиной. Длинные или нет? Коды длинные, коды кучерные. Короткие. Кто подлиннее, кто покороче. Ну ладно. Кто-то говорит нормальный, кто-то ненормальный. Это по длине дров. Это так распилили. Вот так. Быстренько этот кузовок наполнили. Видите? Все уже. Накидали там. И очередной такой партия пойдет дровяник. УАЗик в рабочем состоянии, хоть и старенький, 2002 года, но для семьи отличный помощник. Пока там решил сгонять, пока работает там, решил сгонять, посмотреть дорогу. До речки уже открылась или нет, здесь у меня лужа была очень большая. Ну, я смотрю, никаких продвижений в этом плане нету. Как была огромная лужа, не объехать, не проехать. Такая есть. Вот смотрите, впереди. Вообще. Справа еще не растаяла. Да, не объехать, не проехать. Обратно мне придется возвратиться. Что потом поделаешь? Да, серьезно. Не объехать, не проехать. Застрянешь тут вообще. Да, опасненько. Вот.
развернусь и поеду обратно. Вот так. Никакой дороги до моего озера и до речки нету. Возле дома и придется сегодня немножко побыть. Ну, друзья, который раз у меня не получается доехать до речки, до озера, до своего мостика. Там просто вот эта лужа уже не, как говорил, не проехать по луже, не обойти эту лужу. Я вот вернулся, поднял своего маленького Карлсона на пропеллерах с камерой и решил поснимать. Поснимать сначала вот дядя Ваня, Лена и Алексей работают. Внутри сарая, конечно, там не поснимаешь, там Маша и второй Алексей постарше, которые работают. Вот так, у них дело идет, работают. А мы, друзья, давайте-ка слетаем к речке. Что уж потом поделаешь, раз на коляске не доехали, слетаем к речке и посмотрим сверху хотя бы нашу реку. Она уже вскрылась, уже несколько дней как лед ушел. Вот. Но пока я никак не мог. У меня были планы ледоход снять с квадрокоптера с низкого расстояния. Ну, это не получается, когда сидишь очень далеко, надо высоко подниматься, потому что когда квадрокоптер низко опускается, связь теряется. И надо это снимать с берега. Вот. Ну, получается, хоть так я посмотрю эту синь, эту нашу речушку, так сказать. Вот. Одиночные льдинки такие плывут еще. Вот. Такой ручеек, уже вода заходит в этот ручеек. Хотя речка еще не вышла с берегов, но она обязательно, думаю, выйдет. Ну, обычно выходит она с берегов. Если пойдут дожди и погода будет тепленькая, это вопрос времени. И наша речушка такая маленькая, тихонькая, иногда очень много доставляет неудобства местному населению, так сказать. Вот. Даже был такой случай в 2019 году, что речка вышла с берегов летом, и весь урожай у людей, которые жили возле реки, все побил. Вот такой случай даже был. А видите, у нас еще, кроме хвойных деревьев, зелени вообще нету. Вообще зелени нету, считайте, вот смотрите. Нигде не видно, что где-то сады цветут, там еще что-то. Пока вот все серое. Даже, ну, не очень даже и красиво выглядит сверху. А вот когда все это зазеленеет, все очень даже красивенько будет. Вот. Речку посмотрели, друзья, и, наверное, слетаем мы к озеру еще. Как там оно себя ведет. Лед или есть, или нет там на озере. Сейчас вот слетаем и посмотрим тоже. Прямо вот сейчас по курсу будет это озеро. Вдалеке вот видна эта подковка. Сейчас подлетим поближе и посмотрим. Ну, как уже и вы замечаете, и я замечаю, озеро еще подо льдом. Подо льдом, и тоже еще вот эти луга, что слева, это все затопляет. Это все затопляет при большой воде. И вода доходит до первых домов аж. Вот это где сейчас мы летим, это здесь все будет вода. Все это будет вода, затопит. Ну а пока еще все подо льдом. И видите, как и дорога все хорошая. Вот в одном месте только вот эта большущая лужа, все как бы для меня шлагбаум. Проехать бы мне эту лужу, и дальше можно, видите, дорога идет, и к речке дальше идет, все чистенькая, сухая дорога. Везде вот, здесь сухая дорога, везде все сухо. Вот это одно место только меня и мешает. Вот видите как? До озера тоже дорога такая сухая, чистая. Вот эта лужа меня уже начинает раздражать немножко. Никак не могу доехать. Ну а мы сейчас будем возвращаться домой.
уже к нашим работникам, как там что работают. Пока я летал, они уже, наверное, все собрали, как говорится. Телегу уже, наверное, накидали. Сейчас подлетим, посмотрим поближе. Точно уже, видишь, тележка полная. Пока я летал, буквально там, сколько там, минут, наверное, 5-6, не больше. Или больше. Минут 10, наверное, летал, да. Все накидали. Раз уже я на очередной прогулке, друзья, по просьбе зрителя, расскажу вкратце историю одного дома. Ну, этот дом часто попадается в кадрах в наших фильмах. К сожалению, не успел запомнить имя написавшего просьбу, но я не знаю, вот сообщение потом быстро исчезло. Это YouTube виноват, но я не удалял, или он сам удалил, но в сообщении было написано так, что дом этот очень похож на дом бабушки. Говорит, вкратце расскажите, если можно, историю этого дома. Вот. По возрасту этот дом и бывшие жители этого дома намного старше меня. И, как говорится, я буду рассказывать воспоминания детства и еще поспрашивал у знакомых, как говорится. Но тоже они ничего конкретного не очень хорошо помнят. Вот. Ну, что я знаю, в этом доме жили Макаров Василий Петрович и его супруга Макарова Александра Григорьевна. Оба приезжие люди. Василия Петровича назначили директором госпромхоза Нившерский. Ну, в то время у нас был госпромхоз. Такое предприятие. И сельское хозяйством занималось, и заготовками, и пушниной, и всем таким. Вот. А Александра Григорьевна, насколько я помню, ну, работала кочегаром. Может, где-то она и раньше работала, но я вот во время моего детства она работала кочегаром, а котельная это отапливала детский садик. Вот это здание, которое выкрашенное в цвета коми флага, это пожарная часть. Вот на месте этого здания был детский садик, который тоже относился к госпромхозу Нившерский. Вот там Александра Григорьевна работала кочегаром. Вот. А дом, про который я рассказываю, его привезли из поселка Сывьюдор. Это вверх по течению Нившеры, где-то в километрах, наверное, 20, может чуть побольше. Уже ныне заброшенный поселок, конечно. Ну вот этот привезли уже, как бы был дом там, потом разобрали и привезли его, и выдали как квартиру. Подняли его и выдали как квартиру директору Василию Петровичу. Это, наверное, вот где-то по рассказам 73-74. Мне всего-то, наверное, 2 годика всего было. Я это, к сожалению, не могу я помнить этого. Вот. И спустя, ну вот, а в собственности все равно собственником был госпромхоз Нившерский. И спустя уже много лет, вот как началась эта вся приватизация, и вот это уже после постсоветское время, бывшие жители, владельцы этого дома, удачно дом приватизировали. Ну и, значит, Василий Петрович и Александра Григорьевна здесь жили, работали всю жизнь. В этом доме жили и работали всю жизнь. Насколько я знаю, у них были 2 сына и 1 дочь. Ну, еще по рассказам, там некоторые говорят, что еще 1 дочь была. Я вот, к сожалению, тоже это не могу утверждать. Может быть и была, но я вот как знаю 2 сына и 1 дочь. И в детстве, еще мне примерно, наверное, лет 8 было, часто, особенности летом, захаживал, и мы игрались с их внуком. Внука звали Юрий Коканин. Я не знаю, сейчас, наверное, я увижу этого Юрия и не узнаю даже, и он меня не узнает, но в то время мы очень хорошо игрались, и возле его дома, и возле моего дома, и там еще садик, территория садика, очень игралось, ну, как бы весело было в детстве. Вот. И всегда очень захаживал к ним, и в доме всегда было очень уютно,
тепло, вкусно пахло, так как Александра Григорьевна всегда подчивала мужа вкусной домашней едой. А Василий Петрович слыл знатным руководителем по Коми АССР, и Газпромхоз Мившерский при его правлении достиг высоких показателей. К сожалению, в 1985 году, после тяжелой болезни, Василия Петровича не стало. Дети разъехались, и в родной деревне дети и до его смерти еще уже уехали. И в родной деревне никто не, жить уже никто не остался. А Александра Григорьевна еще очень долго жила одна и поддерживала, как могла, дом в хорошем состоянии. Но позже, по старости, пришлось и ей покинуть этот дом и перебраться к детям. Ныне ее нет в живых. После этого одну весну, наверное, приезжали, посадили картошку, и еще осенью приезжали, убрали огород, и потом пустили постояльцев жить с расчетом на то, что постояльцы купят их дом тоже. Или они продадут постояльцам. Но, не знаю, жили, наверное, пару лет постояльцы. Но что-то, наверное, не так пошло, что ли, при сделке или что. Точных причин, конечно, почему дом не удалось продать, не знаю. И судить никого не собираюсь. Но дом остался один. Никто не приезжает, заборы сломаны. Огород и кустарники, там малина и другие ягоды, все зарастает. Одним словом, дом плачет. Плачет, и я не знаю, но скорее всего уже новых жителей в этом доме не будет. Окна смотрят в пустоту. Вот так. Вот немножко, друзья, я рассказал по просьбе подписчика, зрителя эту историю об этом доме и его жителях вкратце. Мы сегодня очень большую работу сделали. Вон сколько еще осталось, конечно, но это будем мы туда уже складывать дрова, потому что у нас не влезло полностью это все. Вон сколько дров за один день убрали. Погода также солнечная, не изменилась. И вон у нас во дворе все испортилось, потому что грязно. И сколько раз, наверное, больше 10 раз занесли сюда. И вон какие огромные ямы получились. Потом придется засыпать, закрывать эти ямки. Эта сторона почти заполненная. Ну, здесь немножечко места осталось еще. Ну, это я завтра тележкой несколько раз сама принесу этой тележкой и сюда уже буду складывать. Ну, это 2-3 раза, может быть, придется принести. Ну и все. А так как бы очень много дров сюда у нас все влезло. Хорошую работу проделали. Ну, в общем, это все нужно здесь поправить, ямки закрыть. Умгу потом гулять не выпускаем уже сейчас, потому что она бегает, любит по воде бегать. И у нас река все открыта, так что пусть пока в вольере будет. Хочется, конечно, на прогулку. Но пока я
сделала клумбы, там поправила. И если ее отпустить, то она там затопчет полностью. Солнце какое ясное. Солнце ясное. И сегодня немножко, конечно, прохладно было. Но это не помешало для работы. Все равно, когда работаешь, очень потом жарко. Ну, на этом мы наше видео потом заканчиваем. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.